на телеканале АТР. Это время, когда мы говорим о наиболее важных глобальных и внутриукраинских событиях и беседуем с наиболее осведомленными людьми. И я предпочитаю делать это с людьми, которые живут не ради хайпа, а не которые исполняют роли какие-то в политическом спектакле, а люди, которые, в общем, не изменяют себе и не меняют мнение каждую каденцию и остаются независимыми людьми. Вот с такими интересно, да? И сегодня у меня в гостях политолог, политический эксперт, и даже я полную зачитаю должность, сооснователь нацплатформы «Діалог про метабезпечну реінтеграцію», экспертка Национального института стратегічних досліджень Юлія Тищенко. Я правильно все сказал? Ну, правильно, да. Но ще УНЦПД, Український незалежний центр політичних досліджень, Український независимый центр политических исследований, общественная организация. Понял. Да. Ну, конечно. Это много, да. Ну, я понимаю, что это конечно, она не антиобщественная. Если бы она была антиобщественной, мы не разговаривали. Юля, на самом деле, очень не чужой для Харымлы человек, очень не чужой. Я даже одно время думал, что ты из Крыма. У меня было стойкое ощущение, что ты из Крыма. Я даже сегодня думаю, так, что-то у меня в голове, что, ну, потому что ты для меня вот крымская ассоциация у тебя ну, как-то так сложилось просто. Вот, не знаю, жизнь, обстоятельства. Да, я правдива киянка. Да, я посмотрел, в принципе, в Києві киянку знайти це завдання ще. Таке не особливо зараз, коли люди з різних кінців України, із окупованих територій тут багато. Я думав, що ти з Криму, і на мій погляд, це, ну, я небагато людей знаю, навіть серед багатьох кримців з Криму людей, яких я можу назвати, ну, такими справжніми кримцями, а тебе я можу назвати. Дякую. И что хотел сказать. Мы так будем разговаривать про все, но я смотрю, что ты не только... Вот пошли разговоры, сейчас недавно же закончилось Евровидение, и, на мой взгляд, я не смотрел, честно скажу, но следил. Ну как ты не уследишь, тут вся лента вообще в фотографиях, вот в том числе и твое было мнение, и сколько экспертов музыкальных и так далее набежало и в хорошем, и в таком смысле, но... Вот правду говорят, что действительно этот конкурс все-таки музыкальный только отчасти, только процентов на 50. А процентов на 50 он все-таки политический. Вот как тебе кажется? Ну, скажем так, я не какой-либо музыкальный эксперт, то есть тут я так чайник, пользователь. Но мы верим тем, кто говорят, что это хорошая композиция, она в чарты попала, ну, значит, хорошая. Не, я даже не самой композиции в данном случае, да, хотя она мне очень импонирует, вот, если честно. А если взять сам конкурс, ну да, безусловно, мне кажется, что там элементы, ну, такого там политического, геополитического влияния есть. Это один элемент. Потом, может быть, вот как этот конкурс показал голосование, да, я не исключаю какие-то там такие своеобразные договорники, если называть. Ну, например, вот, что тебе резануло? Ну, голосование, например, одной страны за другую, когда общий продюсер, я тут фамилии называть не буду. Ну, Киркоров, да, который гастролирует вот, да, по всем, так сказать, окраинам бывшего Советского Союза. Я помню, что, ну, я, опять же, там не претендую на то, что я там очень хорошо знаю Евровидение, совершенно не фанат, но я просто помню какие-то годы, там же тоже трансформируется вот этот режим голосования, да, там или мнение зрителей, или мнение экспертов, там какие-то суммы 75 на 25, 50 на 50 и так далее. Я помню, когда страны, соседи голосовали один за одну, да, и фактически, там, например, пострадянское пространство там за РФ, значит, ну, с вариациями, да, там, балканские страны друг за друга, Северная Европа тоже друг за друга, да, и там, в общем, достаточно, это был, значит, конкурс, скорее, голосов, отданных за тех соседей, которые импонируют, а не за песни, да, то есть, поэтому, в принципе, я думаю, что тут те вот изменения, там, жюри, зрители, да, то есть это имеет место быть, имеет смысл, но действительно год за годом вот это голосование, как бы, ну, профессиональное жюри, ну, действительно, я думаю, что какие-то такие политические моменты, ну, может показывать. Мне все-таки кажется, что да, но эти политические моменты, мне кажется, не влияют тогда, когда есть абсолютный лидер. Вот я считаю, что когда Джамала выиграла, ну там просто, ну, реально, да, вот до сих пор я знаю, что ее песня 1944, я хочу, чтобы зрители наши тоже знали, и в Крыму в оккупированном, по всему миру, в радиостанциях Австралии, Канады,
Британии это невероятно. Это длится уже, какой-то был, 16-й год, 16-й, да? И вот мы в 21 году, 5 лет, эта песня Джамала, она действительно в высоте, я не буду говорить гениальна, но на хай уровня, просто международная действительно уровня. Ну, там была и песня, там была история, да, там был общий контекст, то есть история песни, ее история личная, да, то есть я думаю, что там был вокал, то есть там очень много чего Ну да, все совпало, сложилось да, вместе, это был очень полезный опыт. Ну, для Джамала это вообще, кстати, она не даст соврать, я сразу сказал, когда даже увидел на клочке салфетки наброски текста, я сразу сказал, что Сусанна, не бойся, ты обязательно победишь. Хотя находились люди, в том числе среди нашего политикума, я не буду говорить кто, которые говорили, ты крымская татарка, ты никогда не выиграешь Евровидение. И ну, такое было тоже. Видите, надо, наверное, иногда действительно как бы наперекор там каким-то общим мнениям. Так они еще больше ее разозлили. Идти, да, ну. Такие люди, они Сусанну еще больше разозлили. Просто у нее такой характер, что я-то в ней вообще не сомневался. Ну и в таланте тоже. Ну и эти ребята тоже очень талантливые. Просто тут уже вступила... Вот, ну смотри, я вообще не понимаю. Я хочу вот у польских коллег спросить, как они оценивают. Хотел даже позвонить, но не стал отвлекать. Вот Польша дала 12 баллов Украине голосов. Ну, это, по-моему, людей, да. то есть симпатии зрителей. То есть, несмотря на то, что у нас да, иногда говорят, что поляки там конфликтные с украинцами, что у нас там на бытовом уровне там встречается, разное случается. Но вот пример того, как поляки проголосовали, ну, вот 100% как бы за высшую оценку. Профессиональное жюри ставит 0. Ну, такого быть не может. Но это как в боксе, такого быть не может, допустим. Да, там считают удары. Тут критериев таких нет. Да. Дальше. Ну, Литва — это вообще образцово-показательная страна. Я бы хотел, чтобы в мире было две страны. Это Литва и Украина. Ну, в принципе, хватит. Ну, мир разнообразный, поэтому... Ну, все же могут войти или в Литву, или в Украину. Добровольно. Я шучу. Но тут же еще элемент, если мы уже говорим так о Евровидении, да, в голосовании, ну, скажем, диаспоры, мигранты, да, вот, например, в свое время Португалия стабильно давала Украине, Потому что много наших там, да. ну, как минимум 180 тысяч, как минимум, те, кто уже национализирован, то есть имеет гражданство, да, то есть в Италии, кстати да, тоже есть эти, Германия, Чехия, ну, масса составляющих, причем Украина ж тут не исключение. То же самое можно сказать о представителях балканских стран, кстати, то же самое. Ну, да. Поэтому, ну, сейчас там можно разбирать, вот если это Евровидение взять, да, то есть, например, там представители разных стран, они же тоже были как бы вот такие мультикультурные выходцы, там, кто из Албании, ну, и посмотрите голосование, да, ну, вот Балканы выступали, вот если так посмотреть на состав, да, то есть кто откуда. Ну, это тоже играет. Ну, это конкурс такой. Да, я не буду говорить, что это конкурс там, хотя в известной мере это конкурс и с сексуальным качеством тоже, это тоже все знают, да, и этот критерий тоже, но он не играет доминирующей роли, потому что вот Джамала там не сыграла, и как бы... Ну, раньше были песни. Да, но просто есть там и этот уклон, да, уклон в свободу, скажем, всякую, да, любую, и такой сверхлиберализм, это просто условия этого конкурса. И, однако стабильнее всех на этом конкурсе выступает одна из, по-моему, основателей вообще этого конкурса, одна из засновников, это Великобритания. Она стабильно занимает последнее место. И есть такое ощущение, что участников от Британии отбирают просто в пабах. Ну, просто заходят. Ну, я думаю, что просто в разных странах разные отношения к этому конкурсу. Для там каких-то стран это событие, для каких-то это даже не рядовая, даже что-то не рядовое, что-то меньше. То есть ну, вообще в Британии, да, в Британии, где уровень музыки, рок, там и оперный, да и вообще любой другой, это хай-хай-хай, как и в Америке, конечно, не обращают внимания на это. Да, как Америка меньше внимания, как Америка никогда не обращала внимания там, на европейский футбол. У них есть свой футбол, и как бы им более чем достаточно. Вот, но все равно, надо сказать, что Украина каждый раз занимает достойное место, и приятно смотреть. Но петь мы умеем. Ну это, слушай, еще несколько лет это было не так очевидно назад. Когда, помнишь, говорили, что когда квоты вводили на радио и говорили, вот украинская мова, вот там никто не будет слушать, никто не будет смотреть кино, еще раньше говорили, да, все это казалось брехней русской пропаганды или там высказываниями идиотов. Оказывается, у нас такая музыка, что уже
Когда ты слышишь русскую музыку, здесь уже так вздрагиваешь, думаешь, что это они, зачем? Ну, разные музыкальные культуры, я думаю, сейчас уже начинают формироваться. И тут дело действительно и в квотах, которые дали возможность развития более широкого, да, именно украинской музыки. Почему? Потому что квоты же они касаются и языка, и страны-исполнителей во многом, да, то есть отечественной музыки, да, то есть вот это вот, по сути, коррупционная составляющая, когда могли бесконечно крутить, значит, не знаю, там условный там «Ласковый май». Так они деньги за это платили Да, радиостанциям в Украине. Это же насаживалось как репа. Вот Да. сажайте репу здесь у нас, сажайте березки. Плюс это была часть там гастролей там, и так далее, и так далее. И так Бизнес далее, это да, все окупалось. Да. А знаешь эту крымсатарскую поговорку такую про березки, не знаешь? Нет? А она про культурную политику. Не сажая во дворе березу, придет московит и скажет, что это его земля. Это про культурную политику. Что-то, да. А береза это как бы язик, и культура, и все. Но сейчас мы выяснили, що в музиці ми вообще-то незалежні, там можемо навіть більше за политику. Потому что в музыке вообще Украина просто никак не обращает внимания, мне кажется, на Россию уже совсем. Просто еще такой момент. Раньше очень значительное количество украинских исполнителей для того, чтобы стать популярными в Украине шире, они ехали туда. Получали в Орде ярлык такой, знак качества, типа, Да, и потом уже позиционировались там, как, не знаю. Ну, знаешь, слава богу. Сейчас уже мир, в общем, поменялся, этот мир также поменялся. Уже нет необходимости, да? В той мере, в которой как бы и уже было раньше, конечно. признание, вот смотри, уже через Европу, уже Джамала через Европу, вообще никак не через Россию. Руслана, да. И вот эта группа Go, они тоже никак не через Россию. Это уже говорит о том, что все, вектор туда ушел. И там еще Молдова может подпевать там Киркорову, но в нас уже нет ни необходимости. То есть мы вышли из этой меньшевартости, и даже люди, которые там гастролировали когда-то, даже пользуясь бешеным успехом, как, допустим, Андрей Хлывнюк с бумбоксом, да, он принял сам решение, что я не хочу там выступать, все, я не хочу им петь, это причем было еще до войны даже, да, вот. Ну, что сказать еще про это? Хорошо, мне нравится вообще такая тенденция, и я считаю, что, конечно, мы перейдем все-таки к политике, да, и вернемся в наш любимый Крым. Я тогда хочу понять, почему твоя деятельность, многие твои там и общественные дела, и работы, наверное, научные тоже, я просто не читал, они связаны с Крымом и с крымскими татарами. Почему так случилось? Что произошло в твоей жизни киевской? Тут многие в Крыму жили и до сих пор мне рассказывают, бывшие крымские, говорят, а мы вас там и не помним, вы там где-то чебуреки продавали, мы вас там, вы были закрытым сообществом, с вами невозможно было общаться. Я говорю, это с вами невозможно было общаться. Вот как ты к этому пришла? Действительно, не знаю, там как-то сложились обстоятельства, наверное, да, в свое время. То есть я пришла в общественную организацию, то есть это была экспертная организация. У нас это был, по-моему, далекий, уже сейчас очень далекий, 97-й год. Вот, и, по сути, мы тогда организовывали такие, я даже не побоюсь этого слова, если брать такой киевский уровень, такие первые, сейчас это уже называется диалогами, вот тогда мы еще не знали, что это так называется, значит, по тем временам. У нас была такая серия встреч крымских татар, активистов крымских татар, представителей Меджлиса и разных представителей украинской власти. Образование, социально-экономические. 97-й, 98-й. Ой, это так давно тоже. Да, это было очень давно. И, я же говорю, это был далекий 97-й год, и тогда еще как раз произошли выборы в парламент, где, по сути, впервые в Верховную Раду были избраны тогда Рифат Чубаров, причем это был мажоритарный округ, 8-й, да, там Саки, и тогда Мустафа Джемилев по спискам Руха тогда прошел в парламент, то есть и поэтому... Впервые крымские татары появились в политической жизни. Да, это были вот эти выборы, там, избирательный цикл 97-98 года, и вот мы тогда на уровне Киева делали вот такие вот первые... по сути, первые, да, такие как бы публичные круглые столы. Еще тогда поднимался вопрос, коренные крымские татары, коренный народ, чи национальная меньшина. И были яркие споры тогда. Это 25 лет назад, по сути 97 год, да, то есть и там были и представители Верховной Рады, и депутаты, и представители исполнительной власти. А после этого, вот этот как бы цикл прошел, и это как-то так сложилось, что это
ну, тема, не знаю, даже не знаю, какое слово. А тебе, может быть, я чувство справедливости взыграло какое-то? Я не думаю, что я об этом думала в 97 году, но я думаю, что, очевидно, да, и справедливости, то, что сейчас принято называть, там, не знаю, эмпатией, да, там, любовью, то есть разные вещи какие-то здесь возникли, поэтому, в общем, то есть были проекты, там не было проектов и так далее, но я без... Друзья у меня как бы появились, и, ну, надеюсь, То есть ты Чубарова 100 лет знаешь? Ну, я не знаю, 100 лет это Ну, не 100, или но прошлого века, это может быть 100 лет уже. Да, я же Который век уже. в этом роде. Ну и тогда, если вы вспомнили о книгах, у нас была тогда книга, я считаю, что она и сейчас очень даже ничего, да, никто так не писал. Ну, по тем временам в Украине «Повернення кримських татар. Хроніка подій». Там, где мы... И мне тогда, кстати, вот вспомнили Рифат Ага, мне повезло тогда. Почему? потому что у меня была возможность консультироваться вот про события 90-х. В живом режиме. Да, как бы это тогда еще свежо же было совсем. Да, 93-й, вот этот сепаратизм Мешкова, все вот эти горячие события. А если вы контекст помните, это даже ни интернета не было, ни социальных сетей. Ну, то есть достаточно сложно было. Сберегать информацию было трудно. Ну, да. можно было, да, но в общем, как бы Не то, что архивы, сейчас, там, не знаю, там газеты, Авдет, в конце концов, то есть разные были источники, но я помню, что тогда, ну, вот, собственно, с тех времен я знаю очень разных, много людей, у меня есть друзья в Крыму, и сейчас, ну, безусловно, Знаешь, что больше очень всего, близкие мне кто люди. больше всего интересовался жизнью и политической активностью, общественной деятельностью крымских татар в Крыму до Майдана? Кто больше всего интересовался? Ну, я не знаю. СБУ, я не думаю, что только СБУ. Ну, не только. деле. Но Нет, да, ну, у нас есть множество кадров, вот, которые документальные с первых митингов. Это 90-е годы, это вот еще переснято из пленок. Это то, что потом СБУшники просто продавали. Потому что они снимали лица, они документировали вот эти митинги за землю, митинги за наши права и так далее. То есть никто не был так внимателен к нам, как спецслужбы, которые потом в итоге перешли. Я думаю, что там куда. помимо СБУ, но если брать крымский вариант, это были ну, во многом, не все, но синкретичные вещи. Я думаю, что ФСБ очень интересовалась. Так это же одно. Извини, пожалуйста. Мы же выяснили, что это одно и то же. Я еще раз говорю, разные... Я очень не люблю слово «все». Да, все такие-то. Все, я думаю, что разные люди были в разных структурах, но если брать действительно вот этот крымский главк, то, ну, конечно, огромная СБУ — это инфильтрация рекордсмен. была. Там ни одна структура государственная не имела такого количества предателей. Их везде оказалось много после оккупации, но СБУ — это что-то процентов 97. Ну, вот что-то такое. Ну, то есть кейсы разные, разный жизненный опыт, но, безусловно, СБУ, ну, понимаете, еще ж такой момент, ну, вот эти правоохранительные структуры, ну, это СБУ входило как бы в это, они же проводили иногда и так, как они это понимали и формировали повестку дня, но и общей такой государственной политики, поэтому мне кажется, что в разные периоды, ну, как бы тоже разная была степень внимания. Я думаю, что были и со стороны СБУ, и ФСБ, ну, очень пристальное как бы внимание к крымско-татарскому национальному движению, то есть и к разным особенностям. Там, ну, они нас всегда считали врагами, это понятно, да, и Джемилев — это плоть от плоти антисоветчины такой просто, ну и все, в общем, там не только Мустафа Ага, там много кто и сидел, и люди были упорные, ну и все, дальнейшая жизнь это показала, да, что не стали коллаборантами и так далее. Давай закончим, потом я вернусь еще к этому вопросу, к вопросу, там, кто и как с крымскими татарами обращался. Вот вопрос вот этой разницы между коренным народом и национальным меньшинством. Да? Вот сейчас я читаю проект закона, который внес Зеленский про коренные народы, и я там вижу хорошую формулировку, по-моему, хорошую. Да? То есть там четко, отличимо. Да? То есть вопрос о том, с какого космоса и на каких конях из какой орды Монголии прискакали крымские татары, уже не обсуждается. Да, мы народ, сформировавшийся в Крыму, если какие-то остолопы, не имеют другой родины. Там четко прям написано, хорошо написано. Да? Вот. Ты читала его, конечно.
Да. Как ты думаешь, как скоро этот закон будет принят? Как скоро будет принят исходящий из него закон о крымских татарах, как коренном народе Украины? И закончатся ли эти все разговоры про нашу пришлость, про нашу вот, почему мы не румыны там, или там не греки там, или не болгары и так далее, и так далее? Будет ли поставлена точка вообще в этой кампании, я не боюсь этого слова, лжи и манипуляции, в которой мы жили с момента возвращения в Крым, еще даже до Украины? Ну, смотрите, если брать вот, как бы, вот эту конкретную историю с законом про коренные народы, ну, я очень надеюсь, да, тут очень сложно всегда делать прогнозы, но я очень надеюсь, что парламент, поскольку этот законопроект был внесен на президентом как неотложный, да, неотложный, что он будет рассмотрен там, ну, если не завтра и не послезавтра, то на протяжении там, ближайших месяцев. Я думаю, месяц. Ну, до крымской платформы так точно, потому что без него на крымскую платформу как-то неловко заходить. Ну, я думаю, что это даже может быть какая-то из частей вот этих составляющих, да, то есть ну, такого своеобразного украинского пакета. Если говорить про закон, ну, законопроект и инициативы про статус крымско-татарского народа в Украине, тут мне сложно сказать. Почему? Потому что были предыдущие версии, они были наработаны, и не одна версия, да, и там как бы такого, не знаю, компромисс, консенсус. То есть там сложно прописать какие-то вещи, там, взаимодействия представительских органов с органами власти. Там, скорее всего, вот именно этот раздел сложный. Прописать Меджлис, взаимодействие Меджлиса как выборный орган крымских татар с структурами власти. Плюс крымская власть сейчас непонятно. Ну, сейчас же... Какая крымская власть? Смотрите, это же все направлено на будущее, на самом деле. Да, если закон про статус крымско-татарского народа, да, в Украине, коренной народ Украины, Крыма. Есть, ну, хоть она и не, Крым временно оккупирован, да, та Верховная Рада, которая там была в 2014 году, она была распущена уже в 2014 году, есть все эти решения, почему она была распущена, то есть этот легитимный путь был пройден, но тем не менее, у нас есть Конституция, 134 статья, там, где есть Верховная Рада, Аэр Крым, там Кабинет министров. Ты про правительство в экзиле говоришь? Нет? Это, кстати, вот как по мне, это плохая идея, это реально плохая идея, которая себя показала не очень, мягко говоря, хорошей в других то есть достаточно поддержки коренного народа в данном случае. Не нужно строить все эти министерства, ведомства. Я просто о том, что если закон про статус крымско-татарского народа там разрабатывать, принимать, ну, безусловно, он полноценно начнет действовать, когда произойдет как бы деоккупация Крыма. И это все понятно, но нам нужен маяк. Нам нужен маяк. Мы должны знать, куда мы идем. И, конечно, без сказав стратегия у нас принята деоккупации и реинтеграции. Давай будем обсуждать. Вот вам маяк. Я хотел маяк, а не свечечку, потому что я держал это в руках, крутил в разную сторону. Это по объему. Но иногда и свеча маяк, когда совсем темно. Правильно? Обычно свечи на кладбище ставят. По-разному. Иногда свечи ставят. Вот, например, вот мы тут вспоминали Евровидение, там северные страны. Свечи ставят на окно, чтобы вернуться домой. Ну, например, да, вот обычай такой есть. Серьезно, да? Конечно. Но это что-то очень северное. Мы южнее. Ну, тоже Киев, викинги, разные параллели. Викинги. Разные метафоры. Мы тоже чуть викинги, мы тоже из готов состоим. Да, об этом поэтому мы все немного викинги. Я про то, что все-таки 17 страниц текста могут быть названы, может быть, там, рамочной стратегии, но как стратегия, 17 листов текста, я понимаю, в какой спешке их подписывали, я понимаю, почему, но на самом деле я, честно, ожидал там, 15 томов по разделам, там, или 10 томов по разделам, со сроками, это несерьезно. Там же сейчас план пишется. Пусть пишется, дай бог, что напишут, да, дай бог, что напишут. Мы до конца не знаем, есть ли там, я думаю, что, наверное, есть, да, какая-то непубличная часть этой стратегии. Так это даже не очень важно. Непубличная часть, она военная, спецслужбистская. Это же мы не для политики не используем. Мы сейчас говорим про политическую часть. Зачем нам... С политической части там, в принципе, вот те разные, там, не знаю, белые, зеленые, желтые, красные линии. Там же, в принципе, обозначены основные приоритеты. Там некоторые вещи не обозначены. О чем прямо и Рифат Чубаров сказал, и Мустафа Гаджимилев, по-моему, что просто там нет в стратегии освобождения Крыма, нет понятия Харымлы, крымских татар. Я говорю, там есть упоминание. Упоминание где-то в межстрок, да, но нет, где мы там вообще в этой системе координат, кто мы, да?
Вот, потом, Коренной народ. да, коренной народ, да, а потом, значит, министр по оккупированным территориям говорит такую спорную фразу, потом от нее отказался, по-моему, но говорил вот прямо мне в эфире, я у него спрашивал, что типа русские смогут остаться, если не смогут остаться, незаконно въехав в Крым, нас там будет 3%, и тогда вообще кто мы там, да, в Крыму? То есть это надо сейчас расставлять все эти вешки. Ну, кстати, там есть это в стратегии, да? Ну, дай бог, чтобы ничего этого уже не было, ни разночтений, ни нелепых упоминаний каких-то, чтобы не потом глава Меджлиса, избранный целым народом, не говорил, что о нас даже поставили в известность накануне. Ну, как перемещение населения, вы без меня это лучше знаете, да? Это Нет, лучше я не знаю. Но это военное преступление. Один из признаков геноцида. Безусловно. Да. Ну, военное преступление, по сути. Это замена населения это называется. Замещение населения, перемещение. Там, но у нас, к сожалению, некоторые чиновники приходят к правильному пониманию в процессе работы, потому что у нас же то министром здравоохранения стал бывший губернатор, то как-то вот так у нас кадровая политика. Ну, по крайней мере, Да. вот эти составляющие перемещения населения, которые делает очень активно Российская Федерация, разная статистика есть, но это как бы зафиксировано и в всех ООНовских этих отчетах про права человека. У нас очень много зафиксировано в ООН и в Европарламенте, да, это очень важно. И в том твоя заслуга тоже есть, я знаю, но там зафиксировано, а у нас нет. Единственная страна, которая не признала крымский татар коренным народом до сих пор, это в Европе, это Украина. Почему не признала? Я сейчас объясню. Потому что закона нет, постановления на уровне закона нет. Но тем не менее, в Конституции у нас есть трижды упоминание коренных народов. Там статья 11. Там, ну ты же понимаешь, что это все недозрелые плоды, все. Ну, еще раз, степ-бай-степ. Есть это упоминание? Есть. Есть, черным по белому постановление. Если говорить про юридическую составляющую, если это правовую. Есть 20 марта 2014 года. Черным по белому написано, да, есть. Ну, это, по сути, один из документов, да, который там можно... Знаешь, как это... Да, я понял. Есть присоединение к этой декларации ООН про права коренных народов, да, и есть, и в том числе представители Меджлиса от Украины, от крымских татар ездят регулярно на вот этот вот ООНовский форум. Я все это знаю. Да. На самом деле, вот, если... Но закон, вот даст Бог, он будет. Ну, надо догонять уже. Но, конечно, его давно надо, там в этом постановлении, вот, которое мы вспомнили, там что-то надо было в 3 месяцах, чуть ли не в месячный срок Кабмину разработать этот законопроект. И, кстати, тогда, если мы вспомним 2014 год, было же несколько версий. Я и хотел сейчас сказать, это закон 2014 года, не 21-го. Этот закон должен был 6 лет тому быть принят. Но... И там ничего сложного даже нет. Вот вообще ничего. А как-то тоже были разные вопросы, были разные политические игры. Я знаю, венгры уведут Закарпатье в Венгрию, греки в Грецию, турки в Турцию, татары в Турцию. Смотрите, вот это понимание того, что вот почему они коренные, а мы нет, значит, и в чем там разница, это тоже интересная тема для отдельного разговора. И впервые, кстати, она возникла еще задолго до оккупации. У нас еще были, когда был Государственный комитет по делам религии и миграции, тогда уже писали представители нашей власти, значит, законопроекты, где коренными народами назывались и представители венгерской общины, там, и румынской, и так далее. В голове просто. Ну да, и вот эта вот тема, она тоже развивалась. Вот поэтому я очень рад, что Зеленский внес нормальную формулировку, базовую. Все начинается с базовых слов. Если вот у тебя ошибка в базе, дальше все будет криво. Но если там правильная формулировка, дальше все эти разговоры просто так раз пальцем. Читай вот здесь абзац. Прочитал? Все. Да, хватит понятно, уже. Что он рамочный, что он действительно... Неважно, но хотя бы рамки будут под прямыми углами, знаешь, не кривые. Потому что я сейчас скажу такую вещь, и я хочу услышать твою реакцию. Вот не так давно я общался с одним представителем, кстати, действующей власти. Там есть разные люди. Есть люди, которые реально тоже понимают все. И патриотичны и так далее. И он мне говорит, я тут недавно в офисе президента слышал такую вещь, вы с ними хоть как-то встретитесь, может быть, ты им как-то расскажешь что-то. Я говорю, я не могу ходить и под дверью стоять туда, куда нельзя, бы рассказал все, что хотите. Я совершенно открытый человек для любых контактов, но не приглашали, да, неинтересно было. Вот. Сейчас, может, там что-то поняли, раз такие законы пишут. Но он говорит, там, говорят, крымским татарам нельзя доверять. Это вот прошлый год, 20-й. Потому что они уведут Крым в Турцию, потому что они турки.
Я такой на него смотрю, и говорю, это вот зачем? То есть у меня был случай, один журналист украинский сказал, ну вы же хотите жить в Турции, ваши планы 2,5 века увезти Крым в Турцию. Я говорю, ну то, что ты истории не знаешь, что все эти века Крымское ханство, наоборот, боролось за независимость максимальную от Стамбула, где сидел, кроме того, что он был султан, еще и халиф, а это тоже важно, как Папа Римский, да, такой в исламе, ну условно, да, еще религиозный сан имел, да, это и там и крали ханов, и убивали, там что только не было, да, связано с Османской империей, причем не с нынешней Турцией, да, но желание, я говорю, а вы откуда? А он мне говорит, ну типа вот из Западной Украины, я говорю, отлично. А вы бы хотели, наверное, да, мечтаете в Западной Украине присоединиться к России? Он говорит, зачем? Замер. Я говорю, ну как зачем? Язык похожий, народ в разы больше. Ну давайте присоединимся. Те, кто живет в Западной Украине, про Польшу, там, Венгрию. Еще раз, ну вот мечта раствориться в большом народе, она суицидальна. Но среди крымских татар суицид не распространен. Вот тем более массовый, да? Ну, как бы вот у нас мозги все-таки функционируют, ну, как-то вот нормально. Но смешно даже не это. Это горько, на самом деле, когда в 2020 году в офисе президента Украины нового повторяют то, та-да-да, перематываем годы. Я 15-й год тебе рассказываю, 16-й. Да, это рад. У меня знакомый... Это очень давно. Это стыдно вспоминать. Это мифы времен Екатерины. Она под этим лозунгом выселяла крымлыс из Крыма. Да, зачищала, это очень что мы предатели. Тема, да. Это еще, и вот этих 97-х, это очень давняя история. Тогда слушай, что это вот просто палочка, просто договорю. Это вот эстафетная палочка. Вот когда Зеленский говорит, я вырок Порошенку. Там, Порошенко говорит, я настоящий патриот, а вы там вот такое. И риторика такая яркая просто вообще. У нас политика это риторика, это просто стендап какой-то бесконечный. Ты его, я, значит, как вот, как КВН. И сущности не так много, а формы очень много. Но в 2016 году я дословно такую же фразу слышал из администрации президента Петра Алексеевича Порошенко, когда мне люди рассказали, а вот были в администрации президента, и там сказали, нельзя доверять этим крымским татарам, они хотят увезти Крым в Турцию. Я это рассказал, и мы вместе стоим тут вот во дворе и смеемся. А смеха-то мало смеха. Это говорит о том, что к власти дорываются люди, разные, на разных уровнях, да. Я не говорю, может, сейчас Зеленский уже все понял, там, может, Порошенко точно, наверное, все понял уже, да, ну, как-то, ну, которые такие вещи говорят, это как евреев обвинять в том, что, ну, давайте с евреями поосторожнее, они же, согласно версии испанской 14 века, мешают мацу кровь младенца. Вы же слышали такую версию? Это то же самое. А про нас говорят с момента оккупации Крыма Екатерины, что мы агентура Турции, потом мы стали предателями, с Турцией не срослось, стали предателями вместе с Третьим рейхом и так далее. То есть клеймо предателей, клеймо пятой колонны, благодаря чему геноцид весь этот осуществлен. И он не один раз был, не только в 1944 году. Да? И мы живем с этой ложью, которая на нас просто... И хочется, с одной стороны, кричать, говорить, вы с ума посходили, да? А с другой стороны, так смотришь и думаешь, вот люди, вы вообще понимаете, что вы говорите? У нас логика простая. Я не говорю, знание истории, это же глубокий, но простая логика. Вот скажи, Юль, когда это закончится? Вот несправедливость в отношении нашего народа. Ну, ты так устал уже. Это 21 век уже. 21 год, 21 век. Я это слышу с 15 лет, вот свои сознания, до 6 лет, да? Ну, я надеюсь, что там ваши дети не будут этого слышать. Вот, а если говорить это, ну, как бы про конкретных персоналей, которых вы называли, я бы не ориентировалась, что кто-то там что-то сказал, кто-то что... Кстати, ну вот это разговоры в администрациях. Нормальный дискурс. Кто вот этот вот внес вот эту постанову Верховного Совета в 2014 году про коренной народ крымских татар? Не помню. Порошенко. Поэтому вот не все так однозначно. Ну, значит, даже после этого у него в администрации находились люди, которые имели такую точку зрения. Люди очень разные. Ну и потом давай так, молодец Порошенко внес, но при этом в том же 16 году не хватило политической воли для того, чтобы в дальнейшем сдвинуть вот этот процесс там с законодательством. Вот на этом все и встало. Опять, наверное, кто-то там пел, что не надо этих крымских татар. Саботировали на каком-то уровне. Ему было не до этого, не до того, не до этого. У нас... А если брать ну, вот этот законопроект, да, то есть про коренные народы, я очень действительно надеюсь, что ну, хватит здравого смысла у парламента его принять.
Вот, А у президента его действительно... Но он его внес, да, он внес уже внес фактически, его и да. как не этот, как невидкладный и так далее. Но тут, кстати, тут действительно очень, ну вот как по мне кажется, что здесь очень многое зависит от президента, он какую-то свою часть сделал, но очень многое зависит от парламента. Смотри, но это тот если закон... этот парламент будут, смотрите, если я Интересно. назло кондуктору, значит, куплю билет, пойду пешком, да, и вот эта тема будет использована в очень непростых тех политических там дрязгах, даже Внутри, не играх, да, это будет безумно Я жаль. понимаю, о чем ты говоришь, но я думаю, что все-таки Я думаю, это что тот случай, здравый смысл да, должен когда и превалировать. слуга народа, ну кроме вот этих вот отпетых там Ну, некоторых, которые там есть, люди да, разные, как да, мы уже ну выяснили, да. да, разные, Да. некоторые к Лукашенко ездят, ну правда, Да, ужас, да. да, ну все уже, видимо, Уже вроде же не летаем. да, все уже, Ну, да. хотя на машине, наверное, может ездить. На лошадях. Вот, значит, дальше, что ЕС и что «Голос», уж по крайней мере, да, Ну, и какие-то надеюсь. независимые, что они дадут с первого раза этому закону ход и все. Ну, потому что если нет, то тогда в искренность никаких слов уже верить нельзя, потому что тогда это называется саботаж и политиканство. Я надеюсь, что такого не будет, конечно. Ну, и тут, знаете, еще что... такой вот момент. Мне кажется, этот закон очень не хотят ну, в стране-оккупанте, по сути, да, в Российской Федерации. Так мы же все видим. Ну, Мы же и прекрасно щас знаем, будут, да. Истерики тут же. Это, знаешь, как будет рикошет. очень много этих вот информационных Да, атак, всего забросы, остального. тролли, они уже ходят Ну, толпами они, по-моему, с везде, первого да. дня там что-то А было. ты знаешь, что у меня опять заблокировали аккаунт в Фейсбуке? Ну, как А положено. я, всё. вы знаете, вот я Это его всегда в не- преддверии чего-то. Юль. не Я очень это всегда его люблю замечаю. уже. Ну, Я тоже не люблю пользуюсь Facebook, Фейсбуком, слушайте, да, я люблю всё людей, меньше и а не меньше. программы, и не соцсети, но я просто вижу, когда что-то надвигается. Прошлый бан был, когда войска не стягивали границы. Это бан сразу был такой, знаешь, прям сквозной, все проукраинские, кто там имел большие тиражи. Это было, знаешь, забанено миллионов по 3. Это в смысле вот сейчас март? Вот, но вот что было обострение вот это, да, когда русские стягивали войска, и казалось, что чуть ли не война неизбежна, и до кризиса рукой подать, забанили проукраинские аккаунты с общим количеством читателей, там, по несколько миллионов, сразу вырубили, да, и сейчас то же самое происходит, и сейчас они не хотят, чтобы, они хотят, ну, понятно, они хотят формировать общественное мнение, вот, и на него влиять, но я надеюсь, что у них ничего не получится, конечно, в итоге. И Ну, все-таки я тоже мы это очень так пройдем. надеюсь, но я думаю, что это как бы такое желание сорвать этот процесс, и поэтому мне кажется, что нам сейчас так, знаете, надо дуть на холодное, если мы хотим. Да, надо дуть на холодное, но нам правильно, то ли Зеленский, то ли кто-то сказал из аналитиков, не помню, сказал, что вот сейчас на фоне того, как Россия угнетает коренной народ в Крыму, на фоне всех этих репрессий и всех политзаключенных, если, наоборот, Украина поддерживает свой коренной народ, институализирует его политические права, неотъемлемые, да, даже просто начинает этот процесс и движется, это уже совсем разный подход, это очень сильный удар по всей их идеологии. Они же, как говорят, крымские татары — это один из там народов Крыма, есть еще древние греки, там готы, итальянцы, у них там есть, ну, когда все в нас, это все давно в нас, да, но это их не интересует. Они всегда Путин говорили... в свое время говорил, да, Да. там, когда и посмотрите, там тоже любопытно же было, это же все иногда, вот эта политика, она же реализуется на уровне метафор. Помните, вот, строили так называемую трассу Таврида, и там регулярно, значит, вот эти незаконные археологические раскопки, там вырыли амфору, вырыли, там, я не знаю, какой-то черепок, еще что-то, и все это, то, что выкапывалось, ну, и публично, что-то там, какие-то ступеньки, ворота, там, через которые там Екатерина II, значит, куда-то ехала. Ну, извините. Отпечаток ноги. Ну что-то в этом роде, там памятники какого-то локального Они еще кровать просто- ставили Екатерины в музей Там Бахчисарайский такой дворец. момент. Они просто всецело показывали, что вот мы роем из земли, и ничего крымско-татарского нет. Вот есть, значит, наследие там вот этих народов, а крымские Но татары... это всегдашняя их политика. Нет, Всегдашняя безусловно, да. То есть даже на уровне вот этих метафор, ну, очень много можно увидеть, да, вот формирование этого общего Знаешь, дискурса. вот мы просто по иногда отношению не к крымским осознаем, что татарам сейчас Российской происходит. Федерации. Вот эти жертвы, эти убитые, похищенные, эти люди, которые сидят в тюрьме сейчас, и которые просто, ну, святые, на мой взгляд, потому что только за убеждения сидят, они все вместе. Это как, знаешь, когда-то кто-то думал, ну вот УПА проиграла, и не будет Украины больше никогда, да? Но то, что они бились тогда, если бы УПА не билась, не было бы Украины, правда. Конечно. Если бы литовская армия не ушла в леса и не погибла там вся, не было бы Литвы. И сейчас вот это новое понимание, кто такие крымлы,
что это коренной народ, сложенный из всех. Не надо за червяками ходить. У меня вот тут пол редакции итальянцы, да, если потом посмотреть на них, да, а пол редакции, там, я не знаю, там, европейцы, готы какие-нибудь, там, ну, разные, светлые, темные. Кто-то похож на викинга, а кто-то похож на, я не знаю, на кого. Ну, вот, короче. То есть это понимание того, что мы, коренной народ, который там сформировался, который там сформировался, не вопреки древним грекам, а из них, не вопреки итальянцам, а из них, оно должно все-таки окончательно прийти, вот, когда Украина это оформит, это уже будет все, вот эта легенда про Орду, она уйдет просто в небытие. Я на это надеюсь. И это необратимый процесс, это невероятно важно, потому что вначале всегда слово. Ну, безусловно, мне кажется, что это более чем важно с одной стороны, с другой стороны, да, я бы тут тоже как бы не обольщалась, нам действительно предстоит долгий путь. Почему? Потому что вот у тех новых поколений, ну, молодых людей, которые, в принципе, они живут уже в другом информационном пространстве, да, они, может, у них нет вот того уровня там понимания, сопереживания вот истории, в том числе 44 года, да, то есть у них, ну, как бы другие смыслы. С момента оккупации Крыма прошло 7 лет, да, то есть уже подросло как бы поколение, для которых это уже становится история. Они хоть осознают, что это часть их истории, но тем не менее. Это, Юля, уже наша задача. Поэтому, но об этом и речь. Поэтому мне кажется, что действительно очень важно, да, и вот это, причем найти форматы. То есть не да, лекции, хоть комиксы, хоть мультфильмы, да, хоть ролики, чтобы хоть это не клипы. Было там из условной подпалки, там дети на уроках, значит, сидели, что-то зубрили. Хотя это, наверное, тоже надо. Вот, но тем не менее, да, найти как бы вот этот ключ, язык. Да, ты знаешь, надо хотя бы избавиться от старых учебников и от учителей, которые рассказывают киевским школьникам про татаро-монгольское иго. Какое татаро, какие татары, какие монголы, что за бред? Это Карамзин выдумал. Какое татаро-монгольское иго, если, ну, даже возьмем татар, вот, которые живут там, булгары, вот они живут там на Волге, и монголов. У них нет ни одного общего слова и ни одного общего блюда. Как это так? 400 лет иго, и даже чай друг другу не научили заваривать. Ну что за фигня? Понимаешь, это просто выдуманная, просто чушь собачья. И, конечно, когда Чингисхана, полководцы там жгли Киев, это совсем были не Крымлы. Нет, конечно. Я вообще вот это... Но об этом речи, собственно... Да, личное мне... Нет, в головах у школьников многих, ну это же вы Киев типа жгли. Ну, там был, смотрите, Киев, ну, я не говорю там про, там, по-моему, 1240-й, может... 42-й, по-моему. Ну, может, да, но если говорить вот про вот этот дискурс, там, казачество, да, то есть вот эти... И были же разные периоды. Были периоды полного синкретизма, один из другого. Но это был даже период ненациональных государств. Конечно. Это был период другой, это был период феодализма. Да, ну о чем тут речь вести? 100%, да. То есть одни, другие... Ситуативно могли кто с кем угодно воевать. Если мы посмотрим состав там Куликовской битвы какой-нибудь или там что-то. Определенный как бы эпос и так далее. Это, Куликовская битва... Русские брали то, что им нужно. История, да. И выклинчили. Потому что когда я сидел в своей тамбовской школе и слышал за спиной, так это вы, татары, там, монголы, там, сожгли там, Рязань, а здесь киевский школьник сидел, так это вы, татары, монголы, сожгли Киев, да, и все это вот эта каша, и из этого я категорически, вот мне не нравится, что так уж получилось исторически, но когда-то мы от этого уйдем. Вот это слово татары, которое на самом деле приклеено просто, было ко многим народам. Азербайджанцы были кавказскими татарами, сибирские были татары, такие татары волжские, булгары, да, а мы крымские татары. То есть вот это бусурмане, обязательно должны быть мусульмане, тюркоязычные, вот их мы всех называем татарами. Не, ну так, если взять эти версии истории, тогда же и украинцы непонятно откуда, да, из одного этого, конечно, не знаю, там, котел, там, джерело, на самом деле, це ж русини, насправді, да? Українці, це ж Русь, это везде Русь. Да, понятно, да? Просто эта же история была уже достаточно давно присвоена. Так надо все возвращать, это наше общее дело, да? Уже, безусловно, возвращается, потому что история со стороны Российской Федерации, да, империи, Российская империя, она была, по сути, прописана в имперском ключе, да, то есть присвоена. Киевские князья, там, и которые вдруг стали... Московскими, почему? Да, московскими. Они говорят, или там... Путин выступает и говорит... Херсонес, как там это ну, слушай, колыбель, там, колыбель чего? Чего-то русского там, мира? Там много колыбелей. Мне понравилось, там в Сирии как дочь киевского князя Ярослава,
да, вдруг стала нашей принцессой, которая Да, нашей поехала во принцессой Францию. Да. Анной, да, ну. И ваша принцесса из города, то есть ваша принцесса, это был Киев, когда Москвы не было вообще, еще даже пока в не планах. было. Да. Но ваша принцесса уже московская, Москвы, которой не было в планах, поехала из Киева в Париж. Там бывает такое, Ну, там конечно. принцессы ездили, княжны, много куда, да, то есть и венгерские княжества. Но они были не бедные И опять невесты, же, на как я север- понимаю. на север, Да. ну, Они были не бедные По невесты. тем временам они были даже очень не бедные. Вот, Ну вот. с многими ресурсами. Вот, и, ну, конечно, эти люди, которые все украли абсолютно, но нам надо вернуться к себе, нам надо понять, что вот, 1571 год, 24 мая. Это день покорения Москвы войсками крымского хана. И там, кстати, были и казаки тоже, казаки украинские, да. Вот, может, они назывались украинскими, но не имеет значения никакого, да? Казачество. Да, наше Язык. казачество было, да. Вот, и, короче, и эти даты уже куда-то внесены, но эти даты надо в армии отмечать, надо свою историю формировать. 2 раза крымское войско брало Москву. Крымлы, коренной народ Украины. Это наша победа, это не победа каких-то людей над братской Москвой. Нет, это был враг. И тогда Украина совсем не была дружественной Москве, да? И это тоже надо отмечать. Это надо в школах, а то что я не говорю по военных лицеях. Вот я не знаю, кстати, в наших вот этих бывших суворовских училищах отмечают такие даты. Если да, то было бы неплохо. У нас тут был год 2 или 3 назад была выставка крымско-татарского оружия и алемов. Это навершие на флагах. И вот как раз периода взятия Москвы. И там, к сожалению, никто вот из высшего руководства страны не пришел. А я бы, на самом деле, взял бы этот алем и выставил в Верховной Раде Украины или в Министерстве обороны под стекло, вот так и написал бы. Что, возможно, это алем из того периода, когда крымцы побеждали Москву. А крымцы — это наш народ, это государство, образующий народ вместе с украинцами и другими. Ну, как бы вот так. Извини, я долго говорю, но я свои мечты тебе рассказываю. Ну, политика, если так, значит, брать, да, политика памяти, празднования, там, мемориализация, ну, я думаю, что, безусловно, над всем этим нужно как бы работать. Работать и работать. Вот, ну, есть много дат в истории крымско-татарского народа, в украинской истории, в истории других меньшинств национальных, да, которые там и региональные. И это действительно нужно в общую историю Украины интегрировать, как бы уходя от этого. Вот пример тебе странный. Ты про Бруно Шульца слышала? Ну, да. У меня друг занимается сейчас созданием музея Бруно Шульца там, вот конкретно. Вот, и очень много интересного в связи с этим. И Бруно Шульц, этнический еврей, жил на территории тогдашней, по-моему, тогда это была Польша, да? Ну, Галиция, Галичина. Да? Он писал на польском языке. Но это наше тоже культурное наследие. И Андрухович блестяще перевел его рассказы. Туда съезжаются люди со всего мира. Да? Он был убит нацистами, там, по-моему, в 1942 году в Дрогобыче, где он и жил, и откуда практически мало выезжал, только в Варшаву ездил. Да? И вот нам нельзя ничего своего отдавать. Я уж не говорю про то, что все эти художники, Малевич там, и так далее, и они названы русскими только самими русскими, они так захотели. Малевич себя позиционировал, украинец. да, как украинец. Нам надо все. Слушай, Чехов говорил, что он украинец, ну прошу прощения. Ну, он говорил тоже. Он да. говорил, что он из... Во мне течет украинская кровь. Ну, из Мальовничего украинского города, да. Да, во мне течет украинская кровь. Я дословно. То есть, Репин, опять же. Опять же, да. Ну, то есть, да. Знаешь, это как анекдот, когда мальчику из еврейской семьи еще в Российской империи говорят там, ну или, может, советская власть говорит, тебя будут обзывать евреем там по-всякому, будут долго обзывать в школе, но ты учись хорошо, потом в институте будут обзывать там и всякими оскорбительными, а потом, когда ты выучишься и станешь великим русским ученым. Ну, такое, да. А Королёв, великий русский авиаконструктор, хотя какой он русский, непонятно. Вот. Они даже Сикорского в свое время прибирали, но сейчас, слава богу, уже понятно. Да. Да. А, кстати, одним из помощников Королёва был крымский татарин. Ну, я этой истории как раз не знаю, да. Расскажи мне про твою мечту про Крым, про будущее, про Украину. У нас не так много. А я не люблю мечтать, если честно. Знаете, вот серьезно. Ну, обоснуй.
Скажем так, мечта это всегда, ну, как для меня, да, я человек достаточно эмоциональный, это вещь, связанная там с каким-то, ну, видением, вот видение, возможно, да, но я не знаю, мечта ли это, чтобы мне очень сильно не разочаровываться, да, и не Хорошо, было бы- видение. Видение, ну, опять же, это может фантастически звучит, но я думаю, что та ситуация, которая сейчас создалась, она, ну, поменяется, она изменится, что это не навсегда. Вот, и, ну, Крым будет ожидать развития, и в том числе, ну, там экономическо-социально, если брать крымских татар, ну, безусловно, это как бы возвращение в полной мере, да, это и вопросы, связанные с интеграцией, с представительством. С флагом и гимном и совсем. Да даже больше, я бы сказала, да, то есть и флаг, и гимн, но, понимаете, мир-то очень меняется, флаги, гимны, это все, безусловно, важно, но мне кажется, что мы еще должны как бы немножечко шире смотреть действительно и на Крым, и на свое место, и место Украины и Крыма вот в этой общей как бы мировой песочнице. Мне кажется, это И место так абсолютно далее. блестящее. Вопрос только в нашем соседе. Все. А все остальное, все это идеальное Я сейчас не место. буду, нет, по поводу, значит, соседа и будущего, я не разделяю, значит, оптимизма там, что вот все будет, скажем, что-то там распадется и так далее. Не знаю, посмотрим. Может, будет еще какая-то череда дворцовых переворотов. Единственное, что мы сейчас действительно переживаем, по-моему, очень непростые времена. Как долго они продлятся, сложно сказать. То есть это непростые времена, это как бы процесс распада, да, процесс имперского То распада. есть все-таки распад идет, несмотря на то, что Путин вроде Ну, усиливается Я бы постоянно. не сказала, что он Ну усиливается. как? Ну Беларусь он прибрал к рукам уже фактически. Ну, смотрите, ну, это текущий тактический момент, да, посмотрим опять же. Не, ну что Гитлер будет, тоже побеждал и что сильно будет. побеждал, и президент территории, но были люди, которые в 40-м году ему говорили, генералы были такие в вермахте, из старой гвардии, Ну, а которые щас говорили, мы история- проиграем эту войну. История Да. ускоряется, да, то есть история немножко другая становится, да, то есть мы поменялись, как ни парадоксально, да, поменяли средства коммуникации. Я не думаю, что, ну, Лукашенко, безусловно, ну, это вот со всеми теми событиями, которые связаны, это просто государственный терроризм, да, и это как бы... Слушай, ну он без Путина ни на что бы не решился. Ну давай не будем повторять вот этих западных и разных незападных людей, мы прямо скажем, что это действие тандема Путин и Лукашенко. Нет, так я же не против, да, но это... ФСБ и КГБ. Причем Ну, первая роль тут понятно чья, да. Ну какие там, да, они КГБшники эти белорусские, они без русских они бы это не сделали. Ну, понятно, что там белорусские вот эти структуры, да, там силовые, даже их правоохранительными, не поворачивается язык назвать. Понятно, что они плоть от плоти, они абсолютно интегрированы вот в этот Так у российский них общая база данных. Давно да, уже. силовое пространство. Вот, но я не уверена, я не думаю, что Путин чувствует себя вот так стопроцентно уверенно. Почему? Потому что он привык, что эти рейтинги, значит, сколько там 90, там 99,9, это все рисуется. Сейчас эта конструкция все-таки несколько рушится. Этот холодильник, он все-таки выигрывает у телевизора. Ты думаешь? Ну, я думаю, что Ну, да, пока они едят, постепенно- конечно, с пальмового масла сыр, но, в принципе, там голода нет. Такая речь не про голод, но вот вы можете себе представить, еще в 2014 году вот эти хабаровские песни «Вова, выпей чаю», там кто там... сейчас что с Хабаровском? Что-то там угощает. Ну, тем не менее. Оппозиция сказала, что навальновские сказали, что они больше не будут проводить акции Навальный это протеста. вообще... Но вот, все акции протеста уйдут в интернет сейчас. Все. Они будут лайки там собирать. и всё. Ну, какое-то время, это же тоже все волны. Да? Лукашенко? Это все, то есть Я народ понимаю. не может, ну, это революция сложно назвать, это как бы мирные протесты, наверное, были, которые как бы успешно были подавлены, но это все волнами. Мне кажется, а по поводу Навального я бы тут тоже не обольщалась. Ну, вы лучше, Я бы тоже не обольщался. Вы лучше меня да. знаете там про отношения, Да, значит, чей Крым, Ну, украинофоб и вообще ксенофоб. ну и так далее. Не о Да. чем Поэтому говорить. это все тоже очень сложная для Украины история. Поэтому если говорить про будущее, мы переживаем, продолжаем переживать очень сложные, очень непростые и далеко не любящие нас времена. Да. Если говорить там про далекое будущее, мне Сказал кажется, прекрасно. что нам надо, как бы сцепив там зубы, находить и какие-то внутренние источники там, для силы, развития. Нам нужно
знаете, это уже сможет, не знаю, сбитый и не сбитый, вот то, что называется социальной стойкостью, да, там этой сгуртованностью, как по-русски это будет. Ну, Я забыл. да. Давай скажем так, солидарностью. Ну, соу-соу. По-польски. Вот, ну, у нас, видите, вот вы сказали солидарность, а тут другие какие-то такие пролетарские ассоциации сразу. Ну, то есть Украине надо действительно как бы верить в себя, повышать разные там свои возможности и себя И не ссориться укреплять. внутри. Максимально стараться не ссориться. Это с одной стороны, да, а с другой стороны, вот мне кажется, что то, что ну, вот Россия очень часто эксплуатирует этот тезис, да, что вот Украина там это несостоявшееся государство, failed state и так далее. Вот посмотрите, что у них делается. По большому счету, эти разные политические силы, действительно элементы политической конкуренции. Она может иногда быть очень уродлива, безусловно. Выглядеть ужасно, да. Да, но тем не менее, это тот процесс, который, ну, собственно, живой. Ну, мне сейчас, который знаешь, есть. мне кажется, Юль, что сейчас... И пусть это сохранится. Сейчас они говорят про fail state уже так, скрипя зубами. Они Но они еще понимают, говорят, что мы это управляемся, значит, мировой закулисой, а конкретно эту кулису держат, значит, заокеанские эти, кто там... Я что-то эти слышал Сэмы. про это в журнале «Крокодил», не помню какого года. Ну, я думаю, там 80-е, может, даже и... Я в детстве очень любила «Крокодил». Да, ну, мне что нравился эти там картинки. Вот. Ну, такое, да, вот. Ну, так уже смутно помню. Вот. Поэтому, действительно, времена очень непростые. Как бы ресурсы мы должны действительно искать себе, смотреть, кто нам друг, кто нам не друг. Если это не друг, при этом не делать истерика, пытаться из... Ну, к России это не относится в данном случае. Из наших, скажем, нейтральных или холодных союзников сделать партнеров. Я надеюсь, что нам в этом поможет, и, как это ни странно, русский рейх во главе с этим безумным фюрером, который обязательно что-нибудь еще сделает, что-нибудь не еще дай Боже. учудит. Не, ну вот это же его авторство. Это не Лукашенко придумал. Я в этом абсолютно уверен, даже не имея никаких фактов. И дальше он будет что-то делать такое, потому что он уже видит, как бы никто не реагирует, но есть предел всему. Я думаю, что как-то он перейдет эту черту постепенно, и Запад немножко придет в себя. Но а нам своя работа, и так-то кажет. Я благодарю тебя за то, что пришла. Спасибо, что пригласили. Да, всегда рады. Юлия Тищенко совершенно блестящий интеллектуал, человек, с которым можно разговаривать часами. И мы эту ошибку будем исправлять, что мы давно часами не разговаривали. Вот это первая попытка исправить эту ошибку. Вот. А те люди, которые смотрят АТР, они никогда не ошибаются в выборе источника информации. А те, кто поддерживает нас на Патреоне, которые подписываются на нас, где бы то ни было, в Ютубе и так далее, эти люди точно дружат со своей совестью в эти времена, которые, как сказала моя сегодняшняя гостья, нас не любят. Но ничего, будем биться за другие времена. Смотрите АТР. До новых встреч в эфире.